Здравствуйте, дорогие друзья! Юридическим лицом является организация, которая имеет на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам. Может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица: полное товарищество, командитное товарищество, товарищество с ограниченной ответственностью, товарищество с дополнительной ответственностью, акционерное общество, производственный кооператив. Юридическое лицо обязано иметь самостоятельный баланс или смету, а также печать. Коммерческим юридическим лицом является организация, преследующая извлечение дохода в качестве основной цели своей деятельности. Регистрация юридического лица. Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации. Для регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются заявление по установленной форме, перечень учредительных документов на государственном и русском языках, прошнурованном и пронумерованном виде в 3 экземплярах, копии документов, удостоверяющих личность руководителя и учредителей юридического лица, их свидетельств налогоплательщика, документ, удостоверяющий местонахождение юридического лица, квитанция или документ, подтверждающий уплату в бюджет сбора за государственную регистрацию юридических лиц. В некоторых случаях, в зависимости от организационно-правовой формы вида деятельности законодательством, установлены дополнительные документы и требования к ним. Коммерческие юридические лица могут осуществлять свою деятельность на основании типового устава, содержание которого определено постановлениями правительства в зависимости от организационной правовой формы юридического лица. Требование каких-либо документов и сведений, кроме документов, предусмотренных законодательными актами, запрещается. В случае представления неполного пакета документов, наличия в них недостатков, необходимости получения по учредительным документам заключения эксперта, специалиста, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан, срок государственной и учетной регистрации и перерегистрации прерывается. Юридическое лицо действует на основании учредительных документов. Учредительного договора не заключается, если коммерческая организация учреждается одним лицом, устава. Государственная регистрация, перерегистрация субъектов малого предпринимательства и учетная регистрация, перерегистрация их филиалов и представительств должны быть произведены не позднее 3 рабочих дней со дня подачи заявления с приложением необходимых документов. Отказ в регистрации по мотивам нецелесообразности образования юридического лица не допускается. Отказ в государственной регистрации может быть обжалован в суде. В случае незаконного отказа в регистрации юридического лица и учетной регистрации и перерегистрации филиала представительства регистрирующим органом, заявитель вправе требовать возмещения понесенных им убытков в судебном порядке. Хозяйственные товарищества. Коммерческие организации с разделенным на доли вклады учредителей участников уставным капиталом. Законодательство о хозяйствующих товариществах основывается на Конституции Республики Казахстан, на Гражданском кодексе Республики Казахстан, на Законе о хозяйственных товариществах, на Законе о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью и других нормативных правовых актах. Полное товарищество, ПТ. Полным признается товарищество, участники которого при недостаточности имущества полного товарищества несут солидарную ответственность по его обязательствам, всем принадлежащим им имуществом. Гражданин может быть участником только одного полного товарищества. Участники ПТ не вправе без согласия остальных участников совершать от своего имени и в своих интересах или в интересах третьих лиц сделки, которые составляют предмет деятельности товарищества. Передача участникам своей доли, части доли другим участникам ПТ либо третьим лицам возможно лишь с согласия всех остальных участников. Участник ПТ может в любое время выйти из товарищества, предупредив об этом остальных участников не менее чем за срок, предусмотренный законодательными актами или учредительным договором. Командитное товарищество, КТ. Командитным признается товарищество, которое включает как участников с полной ответственностью, их называют полными товарищами, так и участников с ограниченной ответственностью, вкладчиков,
Ответственность вкладчиков ограничивается суммой внесенного вклада, и они не принимают участие в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. То есть в данном случае необходимо участие не менее 2 физических лиц. Один полный товарищ берет на себя командование компании и все риски, связанные с предпринимательской деятельностью компании, и отвечает по долгам компании всем своим имуществом. Тогда как второй вкладчик только вкладывает в уставный капитал имущество. Он рискует только этим вкладом в уставный капитал, однако почти не принимает участие по вопросам компании. Гражданин может быть полным товарищем только в одном КТ. Полный товарищ в КТ не может быть участником полного товарищества. Вкладчик КТ обязан вносить первоначальный вклад и дополнительные взносы вклады в размере, способом и порядке, предусмотренным учредительными документами. Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО. Товариществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами товарищество. Уставный капитал ТОО разделен на доли определенных размеров в соответствии с учредительными документами. Участники ТОО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участниками ТОО являются его учредители, а также лица, получившие право на долю в имуществе товарищества после его создания. А также первоначальный размер уставного капитала равен сумме вкладов учредителей и не может быть менее суммы, эквивалентной 100 размерам месячного расчетного показателя на дату представления документов для государственной регистрации товарищества. Исключение ТО, являющиеся субъектом малого предпринимательства, размер минимального уставного капитала которого не может быть менее 100 тенге. ТО не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное товарищество, состоящее из одного лица. Учреждения могут быть участниками ТО с разрешения собственника, если иное не предусмотрено законодательными актами. ТО вправе преобразоваться в иное хозяйственное товарищество, акционерное общество или в производственный кооператив. Товарищество с дополнительной ответственностью ТДО. Товариществом с дополнительной ответственностью признается товарищество, участники которого отвечают по его обязательствам своими вкладами в уставный капитал, а при недостаточности этих сумм дополнительно принадлежащим им имуществом в размере кратном внесенным ими вкладом. Акционерное общество АО. Акционерным обществом признается юридическое лицо, выпускающее акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности. Акционеры АО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами. Акционерное общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих участников, несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества и не отвечает по обязательствам своих участников. Производственный кооператив ПК. Производственным кооперативом признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной предпринимательской деятельности, основанный на личном трудовом участии и объединении его членами имущественных взносов (паев). Членов кооператива должно быть не менее 2. Члены ПК несут по обязательствам кооператива дополнительную субсидиарную ответственность. Предельный размер дополнительной субсидиарной ответственности члена кооператива по обязательствам кооператива определяется учредительными документами, но не может быть меньше размера стоимости пая члена кооператива. Распределение ответственности между членами кооператива производится пропорционально размеру их паев. Юридическое лицо, созданное в рамках малого бизнеса, имеет право работать по упрощенной декларации. В случае, если вы создаете юридическое лицо, мы вам рекомендуем привлечь для работы юристов, бухгалтеров и других специалистов или консультантов.